В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня и о других темах. В студии Гугут Савардания. Здравствуйте. 31 год назад, 31 января 1995-го, указом президента Абхазии Владислава Ардзенба было создано Государственное информационное агентство Апснепресс. Из информагентства Апснепресс вышла целая плеяда журналистов, которые сегодня профессионально освещают события в стране и за ее пределами. Выросло и новое поколение. Старшие коллеги учат молодых корреспондентов достоверности, открытости и оперативности. Эти задачи не меняются со дня основания агентства. В день рождения сотрудников Апснепресс поздравил президент Бадра Гунба. Все эти годы вы освещаете события, происходящие в Абхазии, внося значимый вклад в формирование современного информационного пространства. Агентство Апснепресс по праву пользуется авторитетом и доверием, объединяя в своих рядах высокопрофильный коллектив, ответственно относящийся к своему делу, говорится в поздравлении главы государства. Президент также выразил благодарность за труд и преданность выбранному пути. Журналистов Апснепресс поздравил премьер-министр страны Владимир Делба и министр иностранных дел Олег Барциц. Они отметили, что Апснепресс по праву занимает особое место в информационном пространстве Республики Абхазия и служит надежным и авторитетным источником информации. А также пожелали творческого вдохновения, дальнейших успехов и новых достижений. И мы поздравляем коллег с праздником и желаем им хороших новостей. Сегодня в выпуске статистика посещаемости и новые направления. В Министерстве туризма рассказали о планах и цифрах на 2026 год. Атомная неделя моды. Абхазские дизайнеры представили свои работы в Москве. Не ищи оправданий, ищи кроссовки. О пользе утренних пробежек. Событийный, горный, внутренний, лечебно-оздоровительный – все это виды туризма, которые последние годы активно развиваются в Абхазии. Более того, показатели посещаемости достопримечательностей республики, таких как Рица и Новоафонская пещера, превышают цифры прошлого года. Все более востребованными становятся объекты в восточной части страны. О планах и статистике в туристической отрасли подробнее в следующем материале. В 2025 году в новогодние праздники Новоафонскую пещеру посетили 6,5 тысяч человек. В 2026 с 1 по 20 января более 11 тысяч. Статистика по озеру Рица за 20 дней Нового года практически такая же, как и в прошлом. Но дело в том, что в 2026 из-за обильных снегопадов въезд к достопримечательности приходилось закрывать несколько раз. А это значит, что цифры могли быть больше. С 1 по 7, например, 3 дня не работала, ну и потом с 7 по 20 большинство дней она была закрыта. Значит, 25 год 6420 и вот неполный 26, как мы говорим, да, эти 20 дней 6600. То есть показатели, как мне кажется, абсолютно хорошие, которые вселяют оптимизм. Если мы также пойдем, как начался наш год, думаю, что нас ждет правильный, хороший туристический год. За весь 2025 год в Абхазии отдохнули 1 841 000 гостей. Сюда входят и однодневные туристы. Вот когда мы эту разбивку берем, значит, у нас получается однодневных туристов здесь 650 тысяч. У нас получается, что наши туроператоры, крупнейшая семерка туроператоров российских, которая работает по Абхазии, разместила в отелях 650 тысяч человек. Награждали одного из самых крупных туроператоров. Я много чего прочитал. Есть, конечно, люди, которые критикуют эту работу, что вот крупный туроператор, который в Абхазии работает, не дает другим развиваться. Но, коллеги, еще раз хочу повториться. Из 650 тысяч человек, которых туроператоры смогли организовать и привезти в Абхазию, 357 тысяч человек привезла вот эта крупная компания российская. Отказаться от этого, это будет неправильно, и мы этого делать не будем. Другое дело, что, еще раз, прекрасно понимаю все сложности, связанные с малыми объектами размещения. Прекрасно видим эти проблемы и собираемся поддерживать их. Мы как минимум об этом говорим, и говорим об этом на всех уровнях. И сегодня уже
у наших коллег в Министерстве экономики разрабатываются разного рода программы по льготному, так скажем, кредитованию малых объектов, малого бизнеса. Я думаю, только так, когда мы сможем повысить уровень сервиса, повысить уровень предложения, вот эти малые объекты, если мы сможем сделать эту программу, чтобы они получали дешевые длинные кредиты, они смогут соревноваться с крупными отелями. Другого пути нет. Весь мир так работает. Мы не можем изменить правила мирового порядка, как работают, как привлекают туристов в страну. Для привлечения в страну гостей Министерством туризма на 2026 год составлен событийный календарь, в который вошли более 30 событий. Знаете, что мы впервые в 2025 году подготовили, в 2026 у нас появился событийный календарь мероприятий. Все это делаем мы только для того, чтобы количество гостей в Абхазию увеличивалось. Это первое. Второе, чтобы правильно презентовать нашу страну, чтобы люди сюда приезжали и в межсезонье, и чтобы, конечно же, и малые объекты размещения могли, заполняться. Все больше гостей устремляется и в восточную часть Абхазии. По словам министра туризма Астамура Логуа, показатели посещаемости кындыкских источников и Ткварчала на 15% превысили цифры прошлого курортного сезона. Развивается и горный туризм. Запуск нашего аэропорта, конечно, благоприятно сказался на развитии Восточной Абхазии. Теперь, что касается гор. Горы у нас везде красивые. Это не означает, что горный туризм только должен развиваться в Восточной Абхазии и больше нигде. Вы знаете, мы вот много говорим восток, запад, но у нас есть еще и центральная часть, да, скажем, Абхазии. Это и Сухумский район, и Голерыпский район, это и Кодорское ущелье. И вы знаете, в Кодорском ущелье сейчас вот прям какой-то, знаете, небольшой бум пошел. Вот я знаю, что там 2 объекта уже построены, второй вот на стадии завершения. Это современные и красивые глэмпинги, которые, кстати говоря, выбирают не только наши гости. Я на что хочу обратить внимание, что наши местные жители, если мы говорим, как такое понятие существует, внутренний туризм, мы об этом раньше как-то не задумывались. Но хочу обратить ваше внимание на то, что наши люди выбирают, какие места для отдыха. И вот если вы возьмете данные по, например, Аватхаре, вы увидите, что там люди прям бронируют за месяц-два раньше, чтобы посетить Аватхару и провести там летний период времени. В зимний там сложно, но и то ребята стараются и сейчас принимают гостей. То же самое по Кодорскому ущелью. То есть мне кажется, что на самом деле горы нам близки, и наше население выбирает отдых именно вот такой горный. Для большего развития Восточной Абхазии, по словам Логуа, нужен масштабный проект, который притянет остальные, например, горно-пешеходный маршрут, по которому фиксируется большое количество запросов, особенно в живописном Ткварчале. Я говорил об этом и еще раз повторюсь. Если мы будем говорить о развитии в целом района, то нужен большой такой вот проект «Магнит», который притянет все остальное за собой. И таким проектом, и лично я вижу, это горнолыжный курорт в Ткварчальском районе. Могу привести кое-какие интересные цифры. Буквально вот 2 недели назад ребята, ткварчальцы, умышленно проверяли количество снега в сантиметрах на тех склонах, о которых мы говорим. Там было 90 сантиметров снега. Поехали в этот же день на Красную Поляну, посмотрели, там было 40 сантиметров снега. То есть вот такая есть разница. Я не стану уж говорить о тех природных красотах, которые там существуют. Это и озера, то есть вода там есть. Дороги осталось до этого места довести всего 12,5 километров. Поэтому я считаю, что вот правильно было бы искать инвестиции. Безусловно, это будут инвестиции для того, чтобы развить курорт горнолыжный в Ткварчальском районе. Теперь, если мы сможем это сделать, мы, во-первых, сохраним город, придадим ему новый импульс Ткварчалу, и в том числе это все потянет за собой вот всю восточную часть Абхазии. Ткварчал был городом шахтерским, но я хочу смело заявить, я благодарен каждому ткварчальцу и людям, которые там остались, и людям, которые верили в то, что можно превратить этот город потенциально в туристический. И когда я вижу цифры, а они растут с каждым днем, например, в прошлом году, если не ошибаюсь, в 25-м 35 тысяч туристов посетило парк.
так называемый в Творчале, это не может не вдохновлять. Это значит, что у нас с вами, у нас современников, мы можем что-то менять, мы можем создавать, мы можем развиваться. Потому что есть пример забытого города Творчал, который опустел после войны, но абхазский народ, проживающий там, государство, в том числе поддержавшее инфраструктурные вещи, в первую очередь дорога и так далее, превращают его потихонечку в курортный такой горный город. И я хочу вас заверить, что буду стараться и вместе со своей командой сделать все, чтобы эту традицию поддержать. И очень надеюсь на вот такого рода большой-большой проект. Мы, конечно, будем искать инвестиции под такой проект. Одним словом, у специалистов Министерства туризма большие планы, и одна из главных целей – сделать Абхазию круглогодичным туристическим направлением. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Вот сейчас открывается, но он... Дизайнеры из Абхазии Кадыр Тванба, Салима Хашик и Сарида Цвижба приняли участие в неделе атомной моды, которая впервые прошла в Москве. Ключевое событие 6-го сезона международного проекта «Территория успеха. Мода» проходило с 25 по 31 января и собрала 60 финалистов проекта из России, Белоруссии, Турции и Абхазии. Все подробности у Аэлиты Арутюнян. Свет прожекторов. Внимание зрителей устремлено на сцену. Каждый в ожидании выхода моделей. Все наряды – частичка искусства, труда, души дизайнеров. И вот настает тот самый миг, когда модели из Абхазии выходят на сцену, завораживая своими костюмами. Кадыр Тванба представил 10 работ, которые готовились специально для танцоров госансамбля песни и танца Абхазии. Дизайнер отметил, что сложностей в создании нарядов не было, но при проработке костюма важно учитывать комфорт для танцора. Он также рассказал, что хочет в будущем соединить современный стиль и национальную абхазскую культуру. Молодые ребята, которые живут в Москве, мы всегда связи имеем, и они от души нам поддерживали. Сегодняшнее прекрасное мероприятие, они тоже хотели участвовать. У нас богатая культура, поэтому национальные костюмы не только мероприятия или на концерты, но мы сможем спокойно одеть свои национальные костюмы и участвовать где надо. Я думаю, который человек связан с своими культурами, и этого человека всегда интересуются такие мероприятия и моды. Я думаю, у нас следующий год больше будет интересно для молодого поколения. И для будущего, я думаю, больше и больше будет все. Развитие моды в Абхазии есть. На сегодняшний день радует интерес молодежи к традициям и культуре. Участие в таких мероприятиях вдохновляет выбирать направление моды в целом, отметила Светлана Габуния. Наши дизайнеры презентуют именно национальную одежду, и, конечно, это очень радует. И вдохновляет также многих других молодых ребят подключаться и тоже выбирать это направление. И я думаю, что в следующем году будет больше проектов, связанных с модой и интерпретацией современной, современных интерпретаций национальной культуры через создание интересных костюмов. Мы вообще хотели бы, чтобы в будущем элементы национальной одежды были в повседневной носке, так скажем, в повседневной одежде. Помимо Кадыра Тванба, Абхазию представляли еще 2 дизайнера – Салима Хашик и Сарида Цвижба. Девушки подготовили коллекцию бренда «Апса», где делают попытку воплотить абхазский культурный код в современной одежде. неделя моды, она территория успеха моды хизахту нахала, хархут араб хизак нечерах год коллекция абса бренд захидзу, ара ах я хархут наполати идзахо икцена ангиша арцуз техника убриги أوابج أنكش أرجز أينت على يجخنا حفصت تبحث يجخني شهر بوزيب شو بري تكنيكا يجنا يخيد حربين حكاليكتجي يدزقلو بريو راب خداكنا هرح زهري قا خردو بيخارا بسنا عزبخو بسنا أخذ تجرا تبوبها راح تخو. Атомная неделя моды – мероприятие, призванное задать направление развития индустрии моды. Под эгидой Росатома атомная энергия проявляется в мире моды. Сделав 12 шоу в Париже, я
первая моя фраза была «я русский дизайнер». Я никогда не использовал в открытую национальные костюмы либо национальную атрибутику. У каждого, прежде всего, есть национальность в душе и любовь к своей культуре, которую мы несем. Но каждый ее транслирует ровно в той степени, будем говорить, максимализма, который необходим для самовыражения. Мне было предоставлено 6 эскизов, и я выбрала тот, который был воплощен, именно потому, что я собираюсь его носить. И сегодня я выйду в нем на сцену, и я очень люблю Игоря Чепурина, у меня много вещей есть от Игоря, я одеваюсь у него, и это был очередной приятный опыт взаимодействия с его командой. Безумно приятно участвовать в этом проекте. Территория культуры Росатома в этом году отмечает 20 лет со дня создания. Руководитель программы Оксана Конышева отметила, что программа реализует культурные проекты на территории, где есть объекты атомной промышленности. Цель – знакомство жителей атомных городов с лучшими образцами культуры и искусства, вовлечение в культурную жизнь и проекты. Одно из направлений нашей большой деятельности – это как раз детские проекты, которые называются под общим названием «Территория культуры детям». И один из таких проектов у нас тот самый, на котором мы здесь сегодня с вами собрались. А еще есть разные другие направления. И все эти проекты объединяет одно. Да, очень здорово и круто, когда наши ребята поступают в вузы, выбирают творческие профессии, дальше продолжение своей деятельности. Но важно для нас, что эти проекты дают возможность попробовать что-то для себя новое, возможность соприкоснуться с самыми лучшими и яркими деятелями культуры и искусства нашей страны, чтобы получить ту самую бациллу успеха, чтобы почувствовать то, что и я тоже могу, и в какой бы я дальше деятельности не существовал, я смогу добиться самого лучшего. Мне кажется, это основное, то, что должны давать наши детские проекты. Мы каждый год и каждый раз вводим в наши проекты что-то новое. Мы развиваемся вместе с нашими ребятами, поэтому, конечно же, уже большая разница между первым и шестым проектом. В том числе мы не оставляем ребят, которым уже исполнилось 18 лет. Они становятся координаторами проектов, они также выпускают свои коллекции, придумывают. Коллекции прошлого года были посвящены народным промыслам, и сегодня вы увидите эти прекрасные коллекции. Абхазские дизайнеры приняли участие в первой международной атомной неделе моды в Москве в рамках договоренности Министерства культуры Абхазии и фонда АТР АЭС. Неделя моды проходила с 25 января и завершилась 30 января гала-показом в ГУМе. Она стала итогом проекта «Территория успеха. Мода», который реализует фонд АТР АЭС и программа «Территория культуры Росатома». Участие также приняли начинающие и именитые дизайнеры из России, Белоруссии, Турции, Венгрии. Представители московской абхазской диаспоры стали моделями на первой международной атомной неделе моды в Москве и представили коллекции абхазских дизайнеров. Айлита Арутюнян, Абхазское телевидение. Бег – это не только про здоровье, но и про поиск единомышленников, а еще мотивация добавить в свою жизнь больше спорта, эффективная кардионагрузка, укрепляющая сердечно-сосудистую систему и работу легких никому не помешает. Поэтому утро многих граждан нашей страны начинается именно с утренней пробежки, а у некоторых из них появился свой девиз «Не ищи оправданий, ищи кроссовки». 7 утра. Сухумская набережная. Пингвин-философ ждет своих спортсменов-бегунов, чтобы дать им старт. Ведь именно отсюда начинаются утренние пробежки. Сначала разминка, потом бег. Это флешмоб о здоровье. Бегут все. Среди любителей утренних пробежек работники различных учреждений, представители и руководители министерств и ведомств, журналисты, артисты, предприниматели, политики, экономисты, мастера спорта. В общем, граждане страны, представляющие различные профессии, объединенные одной целью. Несмотря на плотный рабочий график, каждый из них находит время для спорта. Утром надо вставать, бегать, это полезно для здоровья, все это знают. Просто ленятся, нельзя лениться, надо вставать, заводить свой организм, и на целый день будет
просто шикарное настроение. Так что занимайтесь спортом, приходите по утрам, вторник, четверг, суббота, 7 часов. Ждем, передаем всем эстафету. Заряжаемся магией с утра, поэтому всем физкульт привет, всех ждем вперед с песней, с музыкой, со здоровым образом жизни. На самом деле бег неотъемлемая часть моей жизни. Я давно бегаю по утрам, и я очень рекомендую всем это делать, потому что это действительно видеть по утрам нашу красивую Сухумскую набережную, безлюдную. Это большое счастье, большая радость. Тем более в этом году наш город готовится к Сухумскому марафону, и хочется, чтобы это был город бегунов, это был город крепких, здоровых и спортивных людей. Всех жителей нашей прекрасной столицы, нашей республики призываем к утренним зарядкам. Присоединяйтесь все к нам. Цель не только улучшить здоровье, но и призвать к здоровому образу жизни. С каждым днем количество спортсменов-любителей увеличивается. Присоединилась и наша съемочная группа. Как замотивировать себя бегать по утрам? Надо заставить себя встать, не искать оправдания, это наш девиз. Искать кроссовки в 7 утра, вторник, четверг, суббота. И приходить не стесняйтесь. У нас тут дружная обстановка. Инициатором подобных утренних пробежек стал председатель Ассоциации силовых ведомств страны Батал Агырба. А все началось со встречи с братьями во время новогодних праздников. Ну что, доброе утро, дорогие сухумчане, дорогие жители. Мы сегодня по нашей сложившейся новой традиции с друзьями сегодня бегаем. Мы спортом занимались всегда, по-разному. К нам приехал наш брат, наш чемпион Харитон Агырба, который устал от нашего гостеприимства, и столов, и застольев. И он говорит, давайте займемся спортом. Вот мы вместе с братьями, нас было 4 человека, и он нам предложил такую идею, призывать молодежь участвовать вместе на утренних пробежках. И вот мы начали такой призыв делать. Как видите, наши друзья, товарищи нас поддержали, жители города Сухум. Более того, много интересных предложений из других городов, районов. С Российской Федерации наши братья присылают пожелания участвовать в этом, участвуют. И получилась очень хорошая, здоровая идея. Всем даю приглашение прийти, поучаствовать. Когда потеплеет, будем купаться. Наш девиз, не ищем оправданий, ищем кроссовки. Всех, кто не ищет оправданий и, возможно, уже нашел кроссовки, ждут в 7 утра каждый вторник, четверг и субботу на Сухумской набережной у Пингвина. К утренней пробежке могут присоединиться не только граждане страны, но и ее гости. Участники утренних пробежек активно делятся видео со стартов, призывая всех к здоровому образу жизни. Более того, запущен флешмоб, в котором передают эстафету, а точнее зовут на утренний бег руководителей министерств и ведомств. Для начала, пользуясь случаем, конечно же, я хочу сказать слова благодарности за инициативу, которую проявили администрация города Сухум в лице Тимура Агырба, Ассоциация силовых структур в лице Батала Агырба, за сегодняшнюю действительно возможность пробежаться по великолепной нашей Сухумской набережной. А что касается передачи уже эстафеты, пользуясь случаем, я с большой радостью передаю ее министру финансов Республики Абхазия Саиду Гурамовичу Губаз. Саид Гурамович, ждем вас во вторник утром на нашей Сухумской набережной. Я это часто говорил и с радостью еще раз скажу. Развитие спорта в нашей стране должен заниматься не только Государственный комитет по делам молодежи и спорта, но и все ведомства, администрации городов и районов. Мы все вместе с нашим обществом должны прийти к этой очень важной фразе. Спорт в Абхазии должен быть модным. Гугу Савардания, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Следующий выпуск Сапшала проведут мои коллеги. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго.